Oh, yes. В последнем ролике там они хорошо так потанцевали. Хорошо, что хотя бы про Россию знаю. Из тех, кто мне попадался, не особо знают о таких. Вроде одна парочка только из Испании сказал, что знает, когда я сказал, что я вот из Татарстана, татарин. Вот. В целом, хорошо, что хотя бы про Россию знаю. Окей. Исполняю я то, что мне больше нравится из татарских, да. Воспринимает хорошо, она такая для них, видимо, задорная, веселая. И многие танцуют под татарскую музыку в основном. Индонезийцы очень хорошо воспринимают татарскую музыку, как ни странно. Вот я помню, в последнем ролике там они хорошо так потанцевали, вот то, что я играл. Музыка довольно близка к китайской, как говорят. Вот. Но все равно со своей изюминкой. Все сложно. Своеобразная, конечно. Эстрада, я бы сказал, по сравнению там с русской или какой-нибудь другой. Они знают другой похожий инструмент под названием аккордеон, поэтому я, когда снимаю ролики, говорю, что это аккордеон, хотя это баян, русский народный инструмент, потому что он кнопочный, а аккордеон в правой руке имеет клавиатуру, как на фортепиано. Поэтому для них, когда говоришь аккордеон, ну, кто-то знает, кто-то не знает, но в основном, я бы сказал, подсчитывает, делает такие выводы, скорее не знают. Гитара, губная гармоника, ударная установка. Там мелочи укулеле, на фортепиано чуть-чуть, потому что у нас обязательный предмет был в консерватории. Каждый умеет играть, короче, кто учится. Üstelde yolğuz şınayak Şeyi suunun bitken Yolğuz şeyinin de temi yok Hişmedim sinsiz irken Kummerem şulay uzarma gül Seni gına gütüp Yolğuzum üstü yanında Sunğan şeyler işi. Меня вдохновил Боб Дилан изначально, который совмещал гитару и губную гармонику с холдером. Вот, с этого все началось, я тоже начал писать свои песни, но их продвинуть сложно было. Я их писал параллельно все эти годы, просто прям выкладывать, официально выпускать и снимать клипы я начал последние там 4 года, да. Ну, как ни странно, знают, вот есть пару претендентов. В Хорватии есть парень, который удивил меня, и филиппинец один совсем недавно в выпуске, он прямо без спроса сыграл там «Катюшу», гимн России, а в Хорватии парень тоже знает несколько русских народных песен. Но в основном остальные, конечно, не особо знают, но вот такие уникумы есть, встречаются. Вот. Рубрику я запустил в марте этого года, чтобы поддержать россиян, показать, что у нас есть такая культура, своя музыка, свое наследие такое по миру, вот, потому что не все знают об этом. В первые месяцы довольно агрессивно, но всегда находили адекватных людей, с кем можно пообщаться, кому-то поиграть. Кто-то выбивается за счет ТикТока и
становится уже не просто блогером, а певцом, да, в кавычках. Да, понятно, что они не поют хорошо, но для своей аудитории они как бы идолы, их слушают, поклоняются, поэтому пусть будет. Конечно же, мне как профессиональному музыканту в этом случае бывало обидно, когда такие случаи есть. Кто-то вот годами работает и пробивается, а у кого-то получается и без музыкальных данных особо просто выбиться за счет аудитории. Yes? На YouTube я с 2010 года. До этого пробовал себя в других платформах, по типу Mail.ru, ВКонтакте. Вот. И потом узнал, что есть YouTube, такой видеохостинг, где многие делятся своим творчеством. И я решил тоже, почему бы нет. Раз мое видео могут увидеть в других уголках мира, я решил делиться и выкладывать туда всякие ролики с игрой на баяне, с синтезатором, с битбоксом. Ну и так пошло. Музыка с 8 лет. Дед играл на баяне, я начал повторять. Потом отдали меня в музыкальную школу. Там я проучился. Дальше даже не хотел продолжать. То есть не было желания, да, типа связать жизнь с музыкой. Но потом появилась гитара. Ну, интернет. Я видел ролики других людей, которые играют на гитаре во дворах, там, да, в подъезде. Это звучало круто и захотелось тоже научиться. Вожу уже концерты с 2019 года в 3 столицах. Это в Казани, Москве и в Питере. И сначала было немного народу, там 50 человек, да. В этом году уже было очень солидно, я бы сказал. В Москве, в Питере, в Казани я также провел, несмотря вот на все эти сложности, ситуацию. И очень такие масштабные. В Питере был sold-out, то есть полный забитый зал. В Казани и Москве тоже прилично, порядка 500 человек. Я молчу, но хочется кричать. Не в любовь.